В семье Кадыровых 3 детей и 6 внуков. Все дети выросли в любви и заботе родителей, которые в то же время всегда считались с их мнением. К примеру, не стоит детей заставлять делать что-либо насильно, потому что так ничего не добиться. Они считают, что правильно воспитанные дети – это определенный вклад родителей в будущее любого общества и страны в целом. Я человек, который придерживается такого мнения, что детей необходимо воспитывать словом. Отчасти поэтому я пишу для детей книги. Своими произведениями я стараюсь привить подрастающему поколению правильные взгляды на жизнь. Я думаю, что этот год был правильно объявлен годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей. Ведь за нашими детьми будущее всей республики. У нас 3 детей, и все они наша гордость, потому что каждый из них достиг определенных успехов. Они воспитанные молодые люди, которые доброжелательно относятся к людям вокруг, уважают чужой труд. Каковы методы нашего воспитания? Все просто. Мы начинаем с самих себя, потому что дети, как губка, все впитывают в себя и повторяют за нами. То, какими вырастут дети, напрямую зависит от семьи. Однако сейчас время такое, что большинство родителей в погоне за обеспеченной жизнью перекладывают свои обязанности воспитания детей на дедушек, бабушек или родственников. А такое воспитание, как правило, отличается от родительского. Родители настолько заняты работой, что они не уделяют того внимания, в котором нуждается ребенок. В принципе, ребенку особо много внимания не надо. 15-20 минут, но чтобы это были качественные 15-20 минут, чтобы прям разговаривать с ребенком. Именно разговаривать не в плане того, что это нельзя, то можно, да, а именно спрашивать, как ты себя чувствуешь, как прошел твой день, что тебе сегодня понравилось, а что не понравилось. Именно семья – тот крепкий фундамент, который предопределяет развитие любого государства. От семейного уклада зависит, каким вырастет будущее поколение. Такого мнения придерживается Ясангуль Абдыгулова, учительница с многолетним стажем, которая практически всю жизнь работала с детьми из самых разных семей. Каждый родитель желает, чтобы его дети выросли достойными людьми, и только в руках родителя то, каким вырастет их ребенок. Психологи очень часто делают акцент на том, что у ребенка обязательно должно быть базовое доверие к миру. Что это означает? То, что ребенок верит этому миру, он уверен, что в этом мире для меня есть место. Этот мир безопасный, да? И, соответственно, он себя ведет уже не в напряге, а именно веря этому миру. Он умеет себя предъявлять, он умеет свой какой-то потенциал, который есть у каждого, да? Он умеет это раскрывать. Психологи утверждают, воспитание нравственного здоровья нужно начинать с раннего детства, важного этапа в жизни человека. Ребенок всегда должен знать, что его любят, что он в семье желанный. Только так можно вырастить достойного человека, который в будущем создаст свою образцовую семью. И она тоже принесет хоть и маленькую, но все же пользу государству. Бигаим Бигалиева, Азамат Кадыр Токтоев, Ала-То, 24.